Здравствуйте, уважаемые слушатели видеоурока. Я хотел бы сначала представиться. Меня зовут Касымов Булатбек Замирбекович. Я работаю в отделе стимулирующих грантов главным специалистом. И хочу сейчас рассказать вам о предоставлении долевых стимулирующих грантов, где подаются заявки, как оформляются заявки и на каком портале надо подавать эти заявки. Что такое стимулирующие долевые гранты? Стимулирующие долевые гранты – это денежные средства, предоставляемые из республиканского бюджета в местные бюджеты на софинансирование, на проектно-конкурсной основе с привлечением иных привлеченных средств согласно статье 33 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, а также постановление правительства номер 230 от 21 апреля 2015 года, на что выделяются долевые стимулирующие гранты. Стимулирующие гранты направляются на реализацию инфраструктурных проектов, можно дальше это сопоставлять как проекты по капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству, строительству объектов, которые находятся именно в муниципальной собственности. И данный объект обязательно должен прикреплен собственными средствами исполнительных органов местного самоуправления. Теперь расскажем об основных требованиях к проекту. Это первое, объект должен быть обязательно в муниципальной собственности. Второе, объект должен быть отражен именно в программе развития АИЛ-ОКМЭТ. Третье, запрашиваемый объем финансирования не должен превышать 3 миллиона. Если здесь рассказать чуть подробнее, проект сам может доходить до 10-15 миллионов, а именно запрашиваемая сумма не должна превышать 3 миллионов сомов. Проект должен быть обеспечен именно со стороны местного бюджета финансированием или международных организаций или иных привлеченных средств. Соответствовать требованиям экологической безопасности, и проект должен быть именно устойчивым на долгосрочность. Принципы и задачи подготовки по реализации проектов. Основные принципы – это соблюдение законодательства Кыргызской Республики, не должно быть нарушений со стороны грантополучателей. Второе – обеспеченность эффективности. Проект должен быть эффективным. Раз проект дошел до конца, он должен принести какую-то пользу именно местному сообществу. Третье – открытость и прозрачность. Открытость и прозрачность. МСУ должен отчитываться о каждой копейке местному сообществу. И третье – подотчетность. По реализации проекта, по ходу реализации проекта МСУ должен предоставлять отчеты Министерству финансов Кыргызской Республики. И задачи – обеспечение процесса разработки проекта и обеспечение осуществления мониторинга и оценки проекта, подготовки по реализации проекта. Вкратце расскажем о прозрачности проектов. Первое – это отбор проектов осуществляется именно на региональном уровне. Второе – вклад МСУ в проект исключительно в денежном выражении от 7 до 30% от проектной стоимости. Отбор проектов осуществляется по балльной системе на основе критериев, которые указаны в проекте постановления номер 230 от 21 апреля 2015 года. В комиссии по отбору проектов привлечены специалисты некоммерческих организаций, а также неправительственных организаций. К разработке, реализации и мониторингу проектов должны быть привлечены ответственные специалисты с соответствующими сертификатами. Установлены конкретные сроки по разработке и по реализации проектов. Исключение заявителя от участия в конкурсе осуществляется также по постановлению, там есть 4 нормы. Если нарушены эти нормы, этот заявитель исключается. Теперь расскажем вкратце по работе комиссии. Мы можем разделить его на 3 комиссии. Это в городах республиканского значения, как вам известно, это у нас города Бишкек и Ош. Это секретариатом комиссии выступает Горфинуправление. Также на основе решения местного кеңеша городская комиссия создается. Городская комиссия отбирает и направляет в Министерство финансов Кыргызской Республики. По городам областного значения также секретариатом комиссии выступает Горфинотделы. Местный кеңеш соответствующий создает комиссии и также направляет в Министерство финансов Кыргызской Республики. По городам районного значения и АИЛ-ОКМЭТ секретариатом комиссии выступает Райфинуправление Министерства финансов. На районном уровне создается комиссия распоряжением акима и дальше направляется в Министерство финансов Кыргызской Республики. После того, как районные и городские комиссии перечень проектов направляют в Министерство финансов, отделом стимулирующих грантов проводится анализ данных проектов и дальше
направляется на комиссию по утверждению проектов. В составе комиссии по утверждению проектов также 9 человек, не менее 9 человек, где находятся обязательно представители неправительственных и некоммерческих организаций, более половины. Также обязательно представители Общественно-наблюдательного совета Министерства финансов и также представители уполномоченного госоргана по управлению госфинансами. Здесь показано, как финансируется проект. Проекты финансируются из двух уровней бюджетов. Это средства республиканского бюджета и средства местного бюджета. Объект финансируется из средств местного бюджета в первоочередном порядке. Далее финансируются средства республиканского бюджета по траншам. Здесь показана именно динамика распределения средств третьего года. Чуть-чуть, если рассказать предысторию, стимулирующие долевые гранты у нас в республике финансируются с 2003 года. Если здесь посмотреть, в 2003 году по республике было профинансировано 22,3 миллиона сомов, а количество проектов было 27. И если посмотреть 2017 год, количество проектов возросло до 208, а сумма проектов 376 миллионов сомов. Здесь указано распределение стимулирующих долевых грантов за 2019 год. Здесь можно посмотреть, как распределены были по областям. Иссык-Кульская область 40 объектов, 95,4 миллионов сомов. Нарынской области 24 объекта, сумма 59,4 миллионов сомов. Ошской области 37 объектов, 97,2 миллионов сомов. Баткен 25 проектов, 67,3 миллионов сомов. Джалалабад объекты 59, сумма 132,0 миллиона сомов. Также Талас 18 объектов, 47,2 миллионов. И по Чуйской области 101,6 миллионов сомов на 44 объектов. Здесь показана динамика распределения стимулирующих долевых грантов за последние 3 года по функциональной классификации. Здесь указано, сколько профинансировано и на какие объекты. Объекты дошкольного и школьного образования за 2019 год это 277,4 миллиона сомов. Объекты социально-культурного значения 142,5 миллионов сомов. Объекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры 115,4 миллионов сомов, объекты здравоохранения 27,9 миллионов сомов, объекты административного значения 36,5 миллионов сомов. В каких случаях проекты исполнительных органов местного самоуправления не рассматривается комиссия по утверждению проекта? Если у исполнительного органа местного самоуправления есть наличие незавершенного проекта, который ранее был профинансирован за счет стимулирующих долевых грантов. Второе. Наличие невыполненных обязательств по ранее заключенным соглашениям. Наличие предписаний со стороны контролирующих правоохранительных органов и также наличие судебных решений. При этих 4 пунктах исполнительный орган местного самоуправления не имеет права подавать проекты. Что нужно сделать, чтобы подать проекты? Если есть незавершенный проект, он должен завершить проект. Если есть невыполненные обязательства, он должен выполнить обязательства. Если есть предписание со стороны правоохранительных контролирующих органов, он должен исполнить акт или предписание. Если имеются судебные решения, он должен исполнить эти судебные решения, также направить всю информацию в Министерство финансов и далее подавать проект. С 2017 года запущена автоматизированная система по регистрации, подаче и исполнению проекта. Данная система разработана на базе UCMED WKG, это открытый портал. На этом открытом портале есть вся информация о выделенных средствах, о подаваемых проектах, а также о полученных средствах по проектам. Данный портал интегрирован с системами как госзакупки, налоговая служба и 1С казна. Данная система учитывает безопасность пользователей, где каждому пользователю присваивается логин и пароль для входа в систему. Автоматизированная система подачи, регистрации и отбора проектов на портале stimgrant.ucmed.kg дает возможность исполнительным органам местного самоуправления формировать и подавать проект в онлайн-режиме, также отслеживать свой проект в онлайн-режиме и предоставлять отчетность также через этот портал в онлайн-режиме.
Они могут подавать проекты с 1 августа по 31 декабря текущего года на следующий год. В портале открывается доступ, и Айлык-Мыты формирует проекты, подает проекты. Дальше секретариат комиссии проверяет проект на соответствие, дальше направляет на комиссию. Комиссия дальше направляет в Министерство финансов для утверждения проектов. И это все происходит в онлайн-режиме. Автоматизированная система реализации проектов. Исполнительным органам местного самоуправления дается возможность о предоставлении отчетности в онлайн-режиме через портал stimgrant.ukmet.kg. На этом портале каждому Айлык-Мыту присваивается свой логин и пароль. Через этот логин и пароль они могут предоставлять отчетность, также отслеживать о реализации проектов, также о финансировании проектов и о принятии отчетности. Спасибо за внимание. На этом у нас видеоурок завершается. В следующем видео я вам расскажу о подаче проектов именно в онлайн-режиме и как оформлять проект в онлайн-режиме. С вами был Касымов Болотбек, главный специалист отдела Стимгрантов.